Вітаю! Кілька днів тому на Луганщині значно похолоднішало і відразу люди відчули дискомфорт в своїх домівках. Саме про тепло в будинках і про готовність житлово-комунального господарства Луганська до зими і будемо сьогодні розмовляти. У нас в студії заступник начальника управління житлово-комунального господарства Луганської міськради Ігор Гурський. Вітаю вас, Ігоре Миколайовичу. Добрий вечір. І відразу перше запитання. Отже, з 1 жовтня похолоднішало, а в дитячих садках далеко не тепло. Чому? Ну, наверное, надо начинать немножко предысторию, что в апреле, когда закончился отопительный сезон, было принято решение исполкома 114, на котором были определены пути решения по подготовке социальной сферы, жилого фонда, теплового хозяйства к осенне-зимнему периоду 2011-2012 года. На протяжении всего межсезонья предприятия жилищно-коммунального комплекса готовились. И сегодня, к 1.10, мы подошли к стопроцентной готовности. Если говорить о социальной сфере, это здравоохранение, образование, объекты культуры, они готовы сегодня на 100%. Подписаны акты и инспекция теплокоммунэнерго, и инспекция Гостехнадзора. Значит, из 1707 домов коммунальной собственности, 1375 домов имеют центральное отопление. Значит, на сегодняшний день они все 100% готовы к приему тепла, и подписаны акты инспекции теплокоммунэнерго, и подписаны также инспекции, жилищной инспекции. Если мне не изменяет память, то на прошлой неделе было 98% жилого фонда готово. То есть за эти дни устранились, с четверга по среду устранили 2%. Работали и в субботу и воскресенье, и на сегодняшний день. Завтра у нас будет, кстати, очередной штаб по подготовке к зиме, где мы подводим итоги на начало отопительного сезона. Готовы 100%. Если касаться теплового хозяйства, то в коммунальной собственности города у предприятия теплокоммунэнерго на балансе 129 котельных. Они все прошли остановочный период, подготовлены, подписаны акты готовности инспекции, отремонтированы текущим ремонтом 340 километров тепловых сетей и 9 километров капитально отремонтированы. Предприятие имеет на сегодня еще неустраненные недостатки, это от гидравлических испытаний, которые были в апреле текущего года. Значит, на улице Цупова работает теплокоммунэнерго, устраняет этот порыв, и 10 порывов по Жовтневому району, но до 15 октября это все будет устранено. Я к нашему разговору приглашаю всех наших телезрителей. Телефон в студии 53 43 80. Звоните и поговорим о жилищно-коммунальном хозяйстве. И все же, почему в детских садах холодно? К нам звонят в студию, говорят, что в некоторых детских садах 14 градусов тепла. Дети спят в шапках. Готовы? Я так понимаю, все социальные объекты готовы. Но отопления там нет. Ну, мы говорим, что когда среднесуточная температура на протяжении 3 суток ниже 8 градусов, тогда значит, мы начинаем отопительный сезон. Значит, есть вопросы экономии, это электроэнергии, воды и газа, естественно. И сегодня температурный режим позволяет, в принципе, и на объектах социальной сферы пока не включать некоторые объекты. Там, где сегодня мы имеем котельные, независимые от теплокоммунэнерго. Это встроенные, которые находятся на балансе объектов образования, здравоохранения. Они включают эти котельные, потому что особых потерь нет. Там, где предприятию необходимо запустить котельную, ну, из одного садика, естественно, пока экономически будет невыгодно. Но только если температура будет снижена. Но вы считаете, 14 градусов в детском саду, в дошкольном учреждении, это нормально? Нет, это не нормально. Должно быть 18 градусов. И к чему мы говорим об экономии, если воспитатели вынуждены включить какие-то электрические обогреватели? Я думаю, здесь проблема будет в ближайшее время решена. Когда в детских садах будет тепло? Я знаю, что на сегодняшний день всего в 2 садиках есть отопление. Ну, я думаю, к концу недели уже будет ситуация выравниваться по объектам образования, здравоохранения и культуры. Сегодня в Киеве в детские сады пришло тепло, и я знаю, что вот в наших луганских детских садиках в некоторых есть автономное отопление, но они почему-то им не пользуются. Это что, распоряжение такое? Это мы опять экономим?
Ну, там, где автономное отопление в детских садах, в школах, в больницах, на объектах культуры, надо у собственника спрашивать. Мы сегодня говорим о предприятии Теплокомэнерго, но есть и определенные трудности у предприятия. Это сегодня то расщепление за потребленные энергоносители по постановлению Кабинета министра 1082, что сегодня платежи все, которые согласно этому постановлению расщеплялись, и только 30% оставалось на счету предприятия, а 70% уходило в нефтегаз Украины, то с 3.10, значит, алгоритм развернули, и пока ни одной копейки на счет предприятия не поступает. Поэтому предприятие имеет определенные трудности финансовые для того, чтобы оплатить потребленную электроэнергию, холодную воду, которая необходима для заполнения тепловых сетей, и за газ, естественно, есть определенные долги. Мы вернемся к этой теме после того, как пообщаемся с телезрителем. Здравствуйте, вы в прямом эфире, говорите. Добрый вечер. Алло. Да, здравствуйте, мы вас слышим. Здравствуйте. Вас Говорите. беспокоит житель дома по адресу Карла Маркса, дом 9. Меня интересует такой вопрос. Дом наш ведомственный относится к заводу прокатных волков, который на нынешний день банкрот, и, в общем-то, у нас ни ЖЭКа, ничего нет. И котельная, которая в доме вроде бы готова, но нам обещают, что подключены мы не будем, потому что, в общем-то, эти общедомовые коммуникации, которые по крыше дома проходят, они находятся в ненормальном состоянии. И кто должен решить эту проблему вот эту? То есть и ЖЭКа нет, и как бы вроде бы и Теплокоммунэнерго за это не отвечает. Подскажите, как решить проблему в нашем доме? Спасибо за ваш вопрос. Ну, это проблема всего ведомственного жилого фонда. А в частности, если брать Карла Маркса 9, и еще плюс 3 дома я сюда добавлю, это Шевченко 29 злополучный, Фрунзе 2 и Чапаева, это дома коленчатых валов. Значит, есть ликвидатор, фамилия Чугунова, есть региональное отделение фонда госимущества в Луганской области, это Хорошевское, которые должны позаниматься государственным жилым фондом и сделать, чтобы они были готовы к зиме. Куда обратиться? Ну, собственник есть. Есть собственник, если который должен принять меры. И если собственник не принимает меры, значит, для этого есть фонд государственного имущества, который следит за всем, что принадлежит государству. К сожалению, у нас многие руководители самоустранились от этих проблем. Город в свое время готов был забрать этот жилой фонд конкретно, и Карла Маркса 9. Цена вопроса это была молочная кухня, которая там находится. Но, к сожалению, наверное, пока собственник не продаст все нежилые помещения, о чем-то вести беседу они не хотят. Поэтому заложниками становятся, конечно, жители этих домов. Какой выход? Создание общества владельцев многоквартирных домов, так как 100% приватизация в этих домах. И это уже юридическое лицо, которое может самостоятельно распоряжаться всем имуществом, которое находится в доме, самостоятельно заключать договора с предприятиями-поставщиками услуг Теплокомэнерго, Луганск-Вода, энергетическое объединение, Луганск Межрайгаз, и выходить из этой критической ситуации. То есть единственный выход – создание ОСМД? Ну да. У нас есть еще один телефонный звонок. Здравствуйте, вы в эфире. Добрый вечер. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Я являюсь мамой маленького ребенка. Вот сегодня нас выписали с больничного листа с острым бронхитом. Завтра в садик. В садике 14 градусов в группе. Это то, что говорили вот буквально минуты 3 назад. Освещали эту тему. Я так и не поняла нашего гостя. Вернее, я правильно там поняла, для того, чтобы включили отопление в детском саду, то в группе должна температура опуститься до 8 градусов тепла, чтобы включили до 15 октября. Я правильно поняла? Нет, до 8 градусов тепла это должна быть среднесуточная температура. На протяжении 3 суток, если среднесуточная температура на улице ниже 8 градусов, тогда происходит запуск отопления. Вы сказали как раз вот о тех средствах, которые не поступают в некие учреждения. Насколько мы можем быть уверены, что если эти средства не поступят и дальше, в школах, в больницах, в садах будет отопление?
Я думаю, отопление будет здесь безоговорочно. Естественно, конечно, проблема у поставщика Теплокоммунэнерго, который поставляет тепло по социальным объектам, по жилым домам, сегодня существуют определенные трудности в оплате за газ, электроэнергию, холодную воду, поэтому всегда сбой происходит в начале отопительного сезона, но объекты все готовы. Как только пройдут нормально успешные переговоры с Луганской-Водой, с энергетическим объединением и с поставщиком газа, естественно, это все будет налажено. Но мы можем надеяться, что это разрешится в ближайшую неделю? Конечно. У нас еще есть один телефонный звонок. Здравствуйте. Добрый вечер. Вы в прямом эфире. Алло, здравствуйте. Вас беспокоят жители квартала Заречного, дом 5, у нас ОСББ. У нас председатель самовольно отсоединился от централизованного отопления. Значит, у некоторых жителей нет денег на установку автономного отопления. Что нам делать? Заречный 5 – это ОСМД. Ну вот, говорят, самовольно председатель принял решение. Ну, значит... Что такое общество совладельцев многоквартирных домов? Это юридическое лицо, есть правления, которых выбирают жители этого дома, и большинством голосов принимается решение. Наверное, какое-то решение могло быть принято, значит, или собранием этого дома, или правлением. Но если это только самовольно сделал председатель, естественно, это противозаконно, он не мог это делать. Если на собрании решено уйти от подачи центрального отопления и перейти, как это сегодня нормативные документы позволяют всем домам уйти на автономное отопление, это возможно. Но для этого нужно согласие, естественно, всех жильцов, чтобы никто не остался без отопления. Ну а если на дом находится один человек, который не может приобрести себе котел и все необходимые элементы для автономного отопления, есть ли у нас сегодня какая-то программа городская, скажем, льготным категориям помогать с установкой автономного отопления, если этот человек проживает в ОСМД и все-таки весь дом переходит? Ну, таких программ сегодня не существует. Есть, возможно, льготное кредитование в банках, а так, чтобы городской программы по установке автономного отопления, ее нет на льготных условиях. А как сегодня, вот сегодня вообще официально запрещен переход на автономное отопление квартирам? Да, были, значит, изменения в постановлении Кабинета министра и приказа Министерства жилищно-коммунального хозяйства, где окремые квартиры были дополнены, что только окремым домом можно уйти на автономное отопление. То есть отдельно взятый дом может отключиться от системы центрального отопления и поставить себе то ли крышную котельную, то ли блочную, то ли подвальную. Или уйти полностью на индивидуальное, как это вот сделано, допустим, на Баушина, генерала Лашина, новый дом по молодежному строительству, там индивидуальное автономное отопление в каждой квартире. На индивидуальное отопление переходят некоторые города нашей областью, целые города отказываются от централизованного отопления, и мотивируют они тем, что даже при 100% оплате всех жителей за тепло, все-таки котельные работают убыточно. Вы видите будущее зачем? За каким отоплением? За централизованным или все-таки индивидуальным, или вот как вы сказали, надкрышные, блочные котельные? Я думаю, здесь однозначно нельзя сказать, что все лозунг дать, все переходим на автономное или все остаемся на централизованное. Везде должен свой подход в каждом отдельно взятом случае, потому что разрушить систему центрального отопления, значит, у нас есть социально незащищенные слои населения, которые не смогут установить себе индивидуальное отопление, это первое. Есть техническая возможность. Правильно вы сказали, что при даже 100% оплате населения за услуги теплоснабжающей организации и подачи горячей воды, Теплокоммунэнерго не в состоянии рассчитаться за поставленные услуги, это за газ, за воду и за электроэнергию, в связи с тем, что